Вот уланчик догоняет. Вон он бежит. А? Догнал. Всем привет, ребят! Сегодня у нас поход на первую избу с Туланом. Тулана взяли и со старшим сыном мы едем. Так скажу, что это будет поход Ченокос, так назову его. Потому что мы будем убирать территорию, сено надо скосить и по ходу там, разведка. Сегодня разведка, первый раз на машине в этом году еду. Дорога, в принципе, легкая пока была. Все высохло, какие лужи были. И мы здесь рыбачили, сюда приезжал рыбачить. Чуть ниже я рыбачил. Последнее видео было про это. Ну и сегодня с ночевкой едем. Все как будет, поснимаю и вам покажу. Так что приятного всем вам просмотра. А мы дальше едем. Мы проехали половину пути. Небольшая роса, пасмурная погода, ветер северный, северо-восточный даже, так думаю, где-то 2-3 метра в секунду. Ну, комары вроде так особо не беспокоят. Ну, посмотрим, что будет дальше. Число сегодня вроде как, если не ошибаюсь, 30 июля. 30 июля. Вот так. Ладно, едем дальше. Ну вот такие участки уже начались. Плохие. Вдоль реки едем. Хорошо, что сейчас воды нет, не так скользко. Осенью тут, конечно, будет беда. Буксуют тут очень сильно. И здесь объездная, вот тут выходит объездная, вот по этой дороге. Вот здесь и всю осень ездим. А так сейчас пока напрямик проехали. Вот кругом рябины, смотрите. На каждых деревьях рябины. Вон там, где вот рябина, там и плоды. В этом году очень много рябины. Здесь колея, смотрите какая. Ну, я вам скажу, тут раньше была дорога вообще убитая, но годами как-то она все равно, глубина колеи уменьшается. Или трава там растет, еще. Вот здесь я буксовал 2 раза, помню. Один раз зимой. По первому снегу ездил на охоту косача. И на косача ездил, и вот здесь вот хотел проскочить, лужа такая была. И, 2 раза так через яму так прыгнула машина, и на все мосты я сел. Возились тут, пришлось подмогу вызывать там. Товарищ приезжал на ОАИ. И лузя воротом поднимали машину. Ворот или я не знаю как по-другому. Ну да, так и называется. Подъемник типа из бревен делали. Вот, ну еще осталось где-то примерно 50 метров. Вот здесь вот нехорошая дорога. Вот везде вот такие бревна. Не просто так вот эта береза лежит. Это в помощь вытаскивать машину вот так. Рубили и просто ворот. Думаю, на видео одно показываешь, думаешь, асфальт дорога, но здесь после дождей как мыло. Здесь длиннистое место, длина тут. Ну, в этом походе вообще шикарно. Да. Прям мы с ветерком даже едем. 2-я скорость, считай, блин. Это быстро.
еще простоит, но мост старый уже разрушается, гниет потихоньку. А река вообще уже все высохло. Реки не осталось. Вот это да. Там тропинка, кто-то рыбачил. Какая-то рыба все равно есть. Но вот тут уже, конечно, мост. Вообще бревна, смотри, какое. Рано или поздно сломается. Тулан такой. Колесо лезет. Ей. Груженным тоже ездить уже. Рано или поздно сломается это бревно. Вот слабинка в этой дороге, этот мост. До нашей избы, если этого моста не будет, походов на УАЗик, конечно же, закончится. О, вон этот сапог, знак такой. Любимое место. Нету похода, если я сюда не остановлюсь. Опа! 5 Тулан отстал. Ну, уже по хорошей дороге едем. Хорошо. Брусника вон. Недозрелая еще, конечно. Грибов не видели, пока ехали. Хоть ветерок появился. Хорошо. Ну вот, река. Не знаю, вроде берег ушел. Здесь покруче было, а сейчас вот такой вот. Каждым годом все меняется берег. Рыба не плещется. Рыба не плещется. Фу, кислятина-то брусника какая. Ну, в принципе, все красиво, как всегда. Солнца не хватает. И смотрите, ну, ширина реки, наверное, буквально там 25 метров осталось. Вообще высохла. Такой свежий воздух, таежный. Вот на море, вот сейчас я на втором канале «Будни Олега» выкладываю фильм на море, как ездили. И там уже возле моря воздух вообще. Здесь вот такой свежий, таежный, а там морской. Ну, блин, для меня мне так очень так и понравилось, что ли. Не сравнить с таежным воздухом. Ну, кто что любит. Вот так вот такой вид красивый. Нет, ладно. Он любопытный такой, выдры смотрит. Ой, блин. Любитель выдры, бобры там, ему интересно. Следы, кто-то прошел, человек какой-то. Ладно, едем. Еще насмотримся. На реку мы. Пошли, Тлан. Первая лужа. Ну, здесь солнце не попадает. Лужа. Хорошая тут. Узкая тут. Зарастает. На подходе. Последний 50 метров тоже. Здесь река. Донки закидывал. О, такое вот интересное место сейчас такое вот. Сейчас получилось. Смотрите. Сейчас где буду ставить. Сколько песка. И там как курья уже получилось. Смотрите, ребят, сколько натоптали тут. Это соседи тут с каракатом ездили. Здесь возле нашей избы они ездят. На другом берегу ихняя изба.
ребят, мы на первой избе. Чолом зарокерка. А, тлан. Вот так. Ну что, в принципе, ничего не изменилось тут. Все как было, так и есть. Не знаю, кто-то ночевал или нет, непонятно. Знаю одно, что тут были люди. И они рассказывали. Тетради вон читали. Вот так. А так, дровишки как оставлял. Все есть. Печка стоит. Вот здесь дождевая вода по трубе идет. Видно как. Вот. Ладно, будем обживаться. Сегодня будем здесь ночевать мы. Все нормально. Конфеты даже никто не пробовал, что ли. Тарелка. Ну, курили тут. Курили. Мыши немножко нагадили. И здесь на нарах вон. Угу. Он траву жует. Сосна еще стоит. Большие сучья выпали. А, это не сучья, это... Или сучья там были. Откуда это прилетело? Большой, огромный сучок. Опасный даже, скажу. Вон как дерево лежит там, блин. Если на голову упадет, хана. Я думал, уже приеду, он свалится, а нифига. Искупался куланчик. Смотрите, где река сейчас. Вообще куда-то ушла. Даже дно там видно. Вот это да. Так мелко стало. Так. Столик там. Это вместо стола, наверное, рыбаки туда перетащили. Погода какая-то, вот если сравнить, она вообще такая вот сентябрьская, что ли. Вот только не хватает, что листья не желтеют. А так почти чувствуется, как сентябрь месяц. Смотрите, один куст такой, и рябины сколько. Вон он. Очень много рябины. Сейчас уклейком закинем это. Чего он с кем там воюет? А, бурундук вон. Вон уйди. Вон он, бурундук. Вон. О, перепрыгнул, вон он. Надеюсь, видно на камеру. Вон. Туда. Вон он сидит. Не балуйся с ними. Даже подсказывать не стану. Для бурундуков вот этот черемуха. В том году много. Ладно, будем обживаться. Сейчас первоначально запомните, какой вид сейчас. И сейчас мы будем косить. Костер разведем. Чай скипятим. И
будем вживаться. Ну что, ребят, начало есть. Немножко уже территорию Денис скосил. Поставил чайник, уже кипятить. Здесь надо выгрузить вещи. Комарье летает немножко. Вот, очень много вещей, как обычно. Здесь продукты. Это ведро в баню привез. Там для сбора ягод комбайны, рыболовные снасти, одежда. Тут для съемки все. Болотные сапоги, тачка на всякий случай. Ну, одним словом, хорошо. На машине много вещей можно перевозить. Иду к черемухе. Сейчас решили мы заварить вместо заварки ягоду черемухи или же листья смородины. Такой витаминчик. Денис любит компот из черемухи, но это отдельная тема, конечно, но и в принципе можно сразу сварить такое вот это плоды черемухи в чайник закинуть, и будет компот в то же время. Но здесь почему-то их нету.
Блин, росы-то сколько, ё-моё, я без сапог. Травы много. Не понял. Вроде до хрена в этом году черемухи, но пипец, тут вообще нету, оказывается. Как так? Я не понял. Здесь плодоносные деревья. Очень много ягод обычно бывает в этих деревьях. Пипец, нету. Вот это да. Это облом. Вон там еще. Можно туда сходить. Здесь вообще пусто. И наверху только немножко. Возле избы там дерево. Где вот бурундук. Бурундука где видели, там еще был. А тут нету. Странно. Очень даже для меня. Ладно, туда схожу. Тут немножко. Но тут вкусное дерево, честно говорю. Да. Прям отличается. Вон они, ягоды. На юге крупные, а у нас фрукты там растут. У нас вот такие мелкие. Тоже вкусные. Их сушат, скажем, просто вот на печи. Ну, как сухофрукт будет. И с этого сухофрукта можно приготовить комы блюда. Вот спрашивали. Ляз называется. Одно я знаю. Очень вкусный компот можно сделать. Вот. Тут смородина. Вон она. Черная смородина. Но они, к сожалению, еще не дозрелые вроде как. Но выпадают, как ни странно. Тоже ягоды собираю в одну кучу. И такой компот будет. Шиповник вон, смотри. Шиповник еще не созрел. А тут уже совсем другое дерево. Уже плоды мельче. И на вкус они, конечно же, другие. Еще одно соберу и, как сказать, в чайник закинем. Тут много комаров в лесу. Вон, смотрите, там прям видно мелководье. Здесь более-менее глубина. Более-менее это не глубже, наверное, 2 метров вот тут. 1,80 м, 1,5 метра, 2 метра от силы. А там уже мелководье, там вообще мель. Вот. Такая река мелкая у нас. Ладно, ребят, дальше собираю ягоды. И чай из черемухи будет. Думаю, вкусно получится, потому что чай первый раз такой начал варить. Тут с другой стороны уже больше, конечно, их. Вон. А бывало тут, знаете, сколько ягод этих. Мы собирали ведрами. 10-литровое ведро просто вот ты за каких-то полчаса можешь собрать, когда очень много их. Это полкружки соберу. В принципе, достаточно. Набрал вот столько, пробно, примерно вот такой объем. Думаю, хватит. Пробно это первый раз попробуем, сварим, а там уже будем знать, сколько ягод надо закинуть в чайник, чтобы получился такой компот горячий. Птицы, знаете, вот клесты. В этом году шишки есть и уже появляются клесты. Да, кругом вот. Думаю, зимой будут они. В прошлом году ни одной птицы не было. Все это заросло, конечно, тут. Смотрите.
Здесь поле тоже было, вон как. Поганки. Грибы я уже поганки несколько раз сегодня видел. Ё-моё, как же быстро время уходит. Медведи тут копошились. Как будто ничего тут не было. Здесь амбар стоял. Пипец. Пипец, что творится. Здесь вместо избушка была. Ё-моё. Даже и скоро места не останется, что здесь раньше у нас стояла избушка. Ладно, лучше не смотреть туда. Да, кресты, слышите, вон они. И очень много рябины в этом году, наверное, медведи тоже будут. Будут, и они жирные будут. Очень много рябины, еды для них навалом в этом году. Туланчик встречает. Тула! 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 Радостный такой. А, Тулан? Тула! Чайник, оказывается, уже закипел. Значит, вот смотрите, вот столько ягод на чайник. Ну, попробуем, что получится. Прям не жалея туда. И минут 10 пусть варится, кипятится. Там будем пробовать. Компот, горячий компот. Так назовем это. Тут черемуха и где-то горсть, это черная смородина, еще там ягоды были. Но мало их. Комаров много в лесу. Там ветер не попадает. Так что сезон их еще не закончился. Солнца сегодня нет. Да, Тулан? Прошло, ребят, ну буквально 7 минут, как мы закинули туда. Ой, бля, дымит. Закинули черемуху, смотрите. Вот как все это выглядит. И смотрите, какой цвет. Ох, идеальный цвет. Вообще, блин, шикарный напиток будет. Надо, наверное, думаю, убрать уже. Потому что сам пускай томится в тепле. А если на огне он будет кипятиться, и вообще обалдеть. Думаю, Денису понравится очень даже. Он продолжает косить. Я сейчас буду готовить суп. С утра, наверное, суп сварю.